Moi! Друзья, в прошлых видео мы с вами разбирали диалоги, которые даются на ЮКИ-тесте. Я вам рассказывала, как правильно такие диалоги делать, как отвечать в таких диалогах. И сегодня мы рассмотрим еще один диалог, уже немного посложнее, поинтереснее. Давайте обратим на него внимание. Как я уже говорила, экзамен ЮКИ-тест направлен на то, чтобы подтвердить хорошее владение языком, которое поможет человеку в жизни в Финляндии. Поэтому темы, которые поднимаются на экзамене, они очень популярные, жизненные, бытовые. И сегодня посмотрим asunnon vuokraaminen, тему съем жилья. Итак, ситуация. Olet lähdössä 3 kuukaudeksi matkalle ja etsit nyt kotiisi vuokralaista matkan ajaksi. Ihminen, joka haluaa vuokrata sinun asuntosi, soittaa sinulle ja haluaa tietää lisää. Ты отправляешься на 3 месяца в поездку и нашел сейчас дом съемный на вот это время для поездки, на время путешествия. А человек, который хочет забронировать или арендовать твою квартиру, звонит тебе и хочет узнать больше информации. Итак, у нас здесь много ответов будет, значит, этот человек будет задавать вопросы. Vasta myöntävästi. Ответь положительно, 5 секунд. Vasta kysymykseen, vasta kysymykseen, vasta kysymykseen. 3 ответа на вопрос должно быть, по 10-15 секунд. Далее, vasta kysymykseen ja kerro lisää. Ответь на вопрос и расскажи больше, 30 секунд, значит, здесь потребуется больше вашего времени. Reagoi sopivalla tavalla. Отреагируй подходящим образом. 15 секунд. И hyvästele, попрощайся. 10 секунд. Итак, слушаем аудиозапись. Попробуйте в паузах сказать, что сможете. А дальше я продемонстрирую свой пример. Erik Fam tässä, hei. Mä oon etsimässä asuntoa putkiremontin ajaksi ja huomasin teidän ilmoituksen. Onkohan asunto vielä vapaana? Okei, mahtavaa. Kuinka monta nukkumapaikkaa asunnossa on? Okei, hyvä juttu. Onks makuuhuoneessa siis parisänky? Okei, entäs pyykinpesumahdollisuudet? Onks asunnossa pyykkikone tai onks taloyhtiössä pesutupaa? Ja minkälainen asuinalue se on noin yleensä? Onko se rauhallinen alue? Okei, kuulostaa hyvältä. Me jutellaan vielä perheen kanssa ja palaan pian asiaan. Kiitos paljon tiedoista. Palataan. Окей. Я надеюсь, у вас получилось что-то сказать в этом диалоге. А теперь послушаем, как бы я отреагировала в данном контексте. Erik Fam tässä, hei. Mä oon etsimässä asuntoa putkiremontin ajaksi ja huomasin teidän ilmoituksen. Onkohan asunto vielä vapaana? Hei, joo, on vapaana. Okei, mahtavaa. Kuinka monta nukkumapaikkaa asunnossa on? 3. Makuuhuoneessa on sänky ja sohva. Ja lastenhuoneessa on myös sänky. Okei, hyvä juttu. Onks makuuhuoneessa siis parisänky? Joo,
iso parisänky. Okei, entäs pyykinpesumahdollisuudet? Onks asunnossa pyykkikone tai onks taloyhtiössä pesutupaa? Kylpyhuoneissa on pykkikone ja sen lisäksi talossa on pesutupa, mutta se täytyy aina varata. Ja siellä on minkälainen asuinalue se on jono. Noin yleensä? Onko se rauhallinen alue? Joo, tämä on tosi hyvä alue. Metsä on lähellä, ei ole paljon ihmisiä ja autoja. Lähistöllä on pari kauppaa ja koulu. Okei, kuulostaa hyvältä. Me jutellaan vielä perheen kanssa ja palaan pian asiaan. Joo, mutta kerro päätös mahdollisimman pian, koska minulla on soitellut muitakin. Kiitos paljon tiedoista. Palataan. Kiitos, сойтеллан. Итак, как видите, я немного больше сказала про стиральную машину и не уложилась во времени. Но я не буду это все перезаписывать, чтобы вы видели, что нужно время чувствовать, нужно понимать. Если это 10 секунд, это 10 секунд. Если больше, то замечательно, у нас есть время поговорить. То есть, когда я говорила про pyykkikone, можно было просто сказать, что kylpyhuoneessa on pyykkikone ja sen lisäksi talossa on pesutupa. Писте. Все. То есть, возможно, достаточно было бы этого, а я дальше начала говорить, что нужно там ее бронировать, потому что там очередь какая-то всегда и так далее. Вот, поэтому, друзья мои, важно тренироваться. Приходите ко мне на занятия, мы будем тренироваться, я буду даже время засекать в каких-то ситуациях, потому что устная часть всегда сдается по времени, по секундам. Все должно быть четко, слаженно. Приходите, я вас научу, и за 8 занятий вы будете уверены на 100% в сдаче устной части ЮКИ-теста. Я вас всех жду. Пишите мне по ссылке под этим видео. Мой-мой!